Друзья, всем большой привет! Кто-то ловит рыбу, кто-то ходит на охоту. Но у нас начало сентября и наступила уборка урожая. Все то, что круглый год мы лелеяли, пахали, пропалывали, окучивали. Теперь вот пришло время и собираем урожай. Как вы уже знаете, с прошлого года у меня в основном здесь посажены 3 сорта. Это здесь вот полосой вот красная картошка, здесь у нас типа красноглазки что-то. И здесь вот вишневая картошка. В принципе, все 3 сорта нормальный урожай. Но в первую очередь выкапываем то, что уже ботва немножко легла. Тут еще цветет и пахнет. Здесь тоже край нормальный. На том участке у нас тоже все хорошо растет пока. Как, Роман, нормальный урожай? Есть. Глаз радуется, да? Начали, Вот. начали копать пока с Ромкой вдвоем. Мама на выходные приедет, тоже поможет. Вот такая вот красивая картошка, особенно когда нет дождя и сухо. Просто глаз радуется. Сразу отбираем на семена. Вот это семенная картошка. Вот это вот. Это крупная картошка. Вот это мелкая картошка. Картошку начали собирать вчера после обеда. Вот убрали небольшой вот такой участочек. В общем, 20 ведер картофеля мы убрали с этого участка. Как-то вот так. Комбайн не нужен точно. Вон. Несмотря на то, что поднимаем здоровенный куст, картофель, как мы видим, вон, неплохой. Вон. Картошка, земля. Вот такая вот средняя картошечка. Отличный урожай. Грех жаловаться. Чуть позже мы покажем, какая уродилась у нас красная картошка, вишневая. А вот это вот красноглазая. Очень вкусная, неприхотливая. В яме сохраняется. Нормальный сорт. Не знаю, как называется. Я зову ее просто красноглазкой. Может быть неправильно, но что есть, то есть. Все, собираем урожай. На время забываем о выездах на рыбалку, о выездах в лес на охоту за ягодами. Ездим только на работу. Все остальное время здесь, на поле. Это рано или поздно закончится. Чомор не за горами. Эх, пить хорошо и гулять хорошо. А картошку копать, эх, ядрить твою мать. Как-то вот так. И все на сегодня. Страсть вообще вот эти мошкаря. Вон, видно, да? Вот они. Вон что творится. И вот когда наклоняешься, вот эта вся стая залетает просто в легкие. Это просто тихий ужас. Так, ну что, дело сделано, закончен второй день уборки нашего урожая картошки. Вот этот участок у нас сделали мы первый день, грубо говоря, 20 ведер, да, вчера. И сегодня убрали вот такой вот участочек прямоугольный. До конца, конечно, не успели. В общем, посчитали с крупной, с семенной, с мелкой 50 ведер. Около плюс-минус пол ведра. 50 ведер сегодня собрали мы. Общий итог 70 ведер. Неплохо. Погода сегодня нам благоприятствовала. Единственное, не было ветра. Очень тепло, очень много мошкары. На мошкару у меня уже аллергия и вообще. А так на картошку пока еще нормально. Так что дай бог погоды. Будем продолжать убирать наш урожай. Это картошка второй хлеб. Это постоянное блюдо с картошки у нас на столе. Картошка, рыба, мясо. Это обязаловка. Так что без картошки никуда. Излишки можно будет немножко продать. Это опять же денежка. Так что
трудимся. Вся, можно так сказать, жизнь деревни летняя в основном заключается на картошке. Картошку посади, картошку проокучь, картошку собери, картошку прополоть надо. А все, что остальное, это между делом, так сказать. Сенокос, картошка, а рыбалкой, охотой, это мы будем заниматься. Рыбалкой заниматься точно зимой будем. А на охоту, если успеем, мы сходим, конечно. Сразу после картошки. Надеюсь, что-нибудь да мы успеем. На сегодня все. Друзья, всем большой привет! Те кадры, которые вы только что посмотрели, это было уже где-то около недели назад. Думал, буду снимать уборку урожая картофеля. В итоге было не до этого. Это было трудно, это было тяжело, но это мы сделали. Картошка, в общем, собрана. Как мы видим, вот в поле только осталась ботва. Как высохнет, уберу, не уберу, да и бог с ней, с этой ботвой. Прошлый год не убрал. Урожай такой же, как и в прошлом году. Из овощей у нас только осталось убрать вот морковку, свеклу. И что там? Ну все. Салат там, укроп. Это все ерунда. Основное мы убрали. Как говорится, в принципе, вся работа сделана. Теперь осталось вот перебрать в летней кухне, у меня картошка в мешках. Осталось перебрать, что на еду, что на семена, что на мелочь. Ну и около 100 ведер, получается, отвез на продажу. Уже продали сразу, не успел привезти, уже расхватали все. Так что дело сделано, картошка убрана. Ну и на 15 сентября, сегодня именно 15 сентября, вот такая вот летняя у нас погода. 20 градусов тепла, легкий ветерок. Я не знаю, что творится с природой, но уже весь июль и практически половина сентября вот стоит такая вот теплая летняя погода. Куда мы едем? Едем на отцовский путик. Прогуляемся. По слухам говорят, пошли грибы. Странно только от чего. Дождей уже давно не было, но обильная ночная утренняя роса. Очень много росы. Вот сейчас вот подождал, пока все это высохло. И сейчас пойдем прогуляемся по отцовскому путику. Джесси, ты готова к прогулке? Джесси у нас готова к прогулке. Взял с собой ведро. Взял с собой короб. Посмотрим. Найду ягоды, пособираем ягоды. Найду грибы, соберем грибов. В общем, если найдем что-нибудь из птичек, добудем птичку. Дичь боровую. Дай бог, если повезет. Ну а так что? Дело сделано. Все лето пропахали, получается. С ранней весны посадили, потом окучивали, пропалывали. В итоге собрали. Ну на еду, да. Просто читал в комментариях, многие пишут: зачем тебе столько картошки, зачем ты вообще сажаешь картошку, проще купить. Не знаю. Вот этот огород мои родители разрабатывали, удобряли. Я не хочу просто, чтобы труд моих родителей превратился вот в такой вот, допустим, огород. Здесь огород соседей. Тоже наши соседи ухаживали за огородом, пахали, сажали, убирали. Но после того, как они ушли в мир иной, вот что стало с огородом. Дети, внуки разъехались.
никто не сажает, никто не убирает. Пока могу, пока могут мои руки, пока ходят мои ноги. Огород моих родителей будет ухожен. Будем сажать, будем убирать. Да, я сейчас, конечно, не сажаю уже по 50 ведер, не собираю по 500-600 ведер, как раньше. Многие огороды забросил, но я забросил те огороды, которые разрабатывал я сам. Ну, один бабушкин, тоже, в принципе, нехорошо было, но я столько уже не выдерживал. Но то, что я пока могу, родительский огород и огород возле того дома будет ухожен. Все, это короткое отступление, все, погнали. Друзья, короткая остановочка. Не за горами первый лед. Буквально через 15 августа, 15 сентября сегодня, 15 октября, 15 ноября. Возможно, уже через 2 месяца мы его откроем. И, конечно же, будем останавливаться традиционно возле этого нашего места. Вот, место Козья Вэр по коме, по-русски это просто елки. Елок осталось уже мало. И давайте же, друзья, посмотрим на Печору, как она выглядит в межень. Вода упала вот ниже плинтуса. Это вот бывшая дамба. Козья Вэр дамба. Джесси, не мочи ноги, Джесси. Пойдем домой. Пошли, иди ко мне. Сейчас я грязная будешь, машину грязь таскать. Вот, смотрите, все высохло, все. Печора вся сухая, обмелела. Можно вброд вот так вот взять, перейти там немножко фарватер, буквально может быть метров 10 проплыть и все. Здесь, я не знаю, как мы здесь ловим зимой хариуса, но вот здесь бывало ловятся и сишки, и харюски. Вода чуть больше, конечно же, будет. Но вот именно так вот хочу сейчас показать вам. Вот сколько песка намыло. Раньше, годом, ну, лет 25 назад этого песка вообще не было. Здесь на этого песка был фарватер. Здесь дамба была высокая. На этой дамбе возле фарватера очень хорошо ловился хариус, в том числе и крупный. Сейчас, конечно же, этого ничего нет. Здесь везде пески, но галечник. Хороших перекатов очень и очень мало. Это так, к сведению, так сказать. Просто показал, как изменяется река. И вот сейчас посмотрим, какая она будет через 2 месяца. Здесь все совершенно все будет уже по-другому. Джессенька, поехали. Поехали. Ну вот, здесь обычно мы выходим на озеро. Здесь начинается наша рыбалка зимняя. Уток не видать. До конца идти не будем. Вот видно, плотвичка плесканулась. Собирает комаров. Так что не будем терять время. Пойдем прогуляемся по буру. Ну что, друзья, вот мы и на отцовском путике. И начало как бы неплохое. Вот только зашел, вижу сразу белый гриб. Вот боровичок. Но походу его уже почикали червячки. Не успел он выйти. И сразу же Но этот еще более-менее. Ножки, наверное, тоже. Ладно, на обратном пути, если что, проверим ножку. Пока рвать не будем. Посмотрим. Бывает так, что вначале найдешь один гриб, и потом все пусто и пусто. Так что это еще не результат. Судя по натоптанной тропе, народу здесь побывало уже немало.
Народ собирает бруснику, народ собирает чернику. Кустики уже ободраны, как я вижу. Черничные, брусничные. Все везде уже собрали. Наверное, боятся, что кто-то соберет раньше их и начинают рвать еще в конце августа, когда она только-только еще покраснела. Вот. Ну, поспела она только-только. В середине сентября ее можно уже собирать. Но поблизости, как обычно, ни брусники, ни черники уже нет. Но у нас есть свои места, которые немножко чуть подальше. И где, я думаю, что-нибудь да мы найдем. Вот еще 2 белых гриба. Уже здоровенных. Странно все-таки. Бор сухой. Опа. 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 Давайте посмотрим. Что-то они, походу, еще крепкие. Вон 3-й. Сейчас проверим. Грибочки. Не. Ну, что сказать. Вон, все уже почикано. Как губка стала уже. Черви здесь поработали. Неплохо, вон. Здесь, наверное, то же самое. Ну да. Так и есть. А брусника вон местами есть. Ну вот это еще можно будет взять. Ну, возьмем его на обратном пути. Пока здесь оставим. 2-3 дня и выросли. Говорят, 3 дня назад еще не было грибов. А вот прошло 3 дня, вот они такие уже здоровенные. Так, ну что, до места мы еще далеко не дошли. Иду по тропе и наблюдаю, что вот все чаще и чаще попадается вот на кочках вот такая вот крупная брусника. Вот такая вот красота. И также вижу, что еще целая черника вон. Вот она. То есть заморозка еще не было. И она самый сок сейчас. Зрелая, крупная. Вот она. Так что на выбор. Хочешь, собирай бруснику, хочешь, собирай чернику. Джесси тоже питается черничкой. Оставляем короб здесь. Достали комбайн. И начинаем сборку урожая. Урожая ягод. Ягоды мы не сажали, ягоды мы не окучивали. Но ягода растет. Природа сама создала такое кладезь витаминов. Вкусняшки такое. Только собирай. Так что смысл идти до того места, если она уже здесь есть. В общем, начинаем собирать ягоды. Вручную, конечно, это было бы немножко подольше. А сейчас он комбайном. Если пару ягод черники брусники попадет, то ничего страшного. Так же, как и в бруснику, если попадет черника. И та ягода созревшая, и та ягода
очень и очень вкусная. Так что соберем, все наше. Прямо на тропе. Получается, там поближе к выходу народ ходил. Ну, Джесси, что ты меня с рук-то забираешь? Господи, ешь, ешь. А здесь сюда дальше уже, получается, не заходили. Ладно, как собираем ягоды, думаю, вы все уже не раз видели. Вот даже голубичка есть, вон тоже. Полное ассорти. И брусника, и голубика, и черника. Все в одном месте. Сколько соберем, потом покажем. Сколько здесь не собраны черники. Прямо практически на тропе. Недалеко от тропы. Вот отошел. Единственный минус, то что мы собирали чернику недели 3 назад, это то, что уже опадает листва и очень много мусора с комбайном. Да и без комбайна было бы так же, наверное. Это все дело можно будет дома почистить. Главное, ее вон сколько. Ее много. Местами средняя, местами даже очень крупная. И она еще, самое главное, не водянистая, потому что не было заморозков. Но теперь уже 100% спелая. Вот здесь вот вообще даже ни одного листика уже на кустиках нету. Еще неделька где-то. И так, все уже. Комбайн полный. Еще неделька. Если не будет заморозка. Вот. Смотрим. Вот, листьев практически нету. Одна ягода без листьев. Вот так вот. Раз. Красота. Вот так вот. Ну, что такое не собирать? Да, много мошкары. Ну, антикомарин в помощь. Просто облился с головы до ног. И как бы немножко можно дышать. Вот так вот поехали за брусникой. Собираем чернику. Еще один комбайн и 5 литров уже готово. Бруснику мы еще успеем собрать, она все-таки и Джесси наелась. Брусника более такая твердая ягода, если не сильные морозы она выдерживает, сильные тоже не держит. Но черника пропадет сразу после первых буквально заморозков. Точно. Джесси учуяла запах кого-то, я не знаю, или птицы, или зверя какого-то. Что-то заметалось. Давай, ищи, подними кого-то. Подними глухаря. Так, ну что, тем временем у нас вот такие вот дела. Ищи. Вот столько черники собрали. Где-то почти 5 литров, 4,5 может быть. Еще один комбайн и будет полный. Грибов мало, пару красноголовиков находил, пару желтых. И начал вот немного брусники собирать. Правда, перемешку с черникой, но ничего страшного. Так. Ну что, с разведкой дошли мы до конца. Практически до конца. Вот там метров 100 осталось до муравейника. Я уже его вижу до конца путика. Отец ставил петли еще немножко дальше там,
Но основной путик заканчивается здесь. Одолела мошкара, ветра совсем нету, теплынь. Жарко. 15 сентября, на улице жара. Хоть загорай, если бы мошкары не было. Так, ну что, будем держать путь обратно. Ассорти пособираем, что бруснику, что чернику. Генчик смолотит все. Вот бегает, я все жду его, кого она поднимет, но бегает кругами как бы. Скорее всего, птица или взлетела, если это птица, или куда-то поднялась на дерево, если это белка или еще что-нибудь. А она не поймет, куда делся запах, и бегает кругами. Неопытная еще. Так что надо еще водить и водить. В идеале было, конечно, водить с кем-то, с наставником, с наставницей. Но туман бестолковый. Да и нельзя ее с туманом. Свадьбу сделает махом. Ничего, научится. Так, друзья, ягода растет всякая. И брусника, и голубика, и черника в одном месте. И вот еще какая ягода. Вот ее тоже много. Не знаю, как она называется, но мы почему-то ее не собираем. Вот ее тоже много, она похожа на чернику, но более черная такая. Напишите в комментариях, съедобная она, несъедобная, вкусная, невкусная. Как бы, если рядом с черникой, ну, наверное, пару штук тоже попадает, но я стараюсь не брать ее. Если где она растет, стараюсь это место не собирать. Вон. Ну вот, короткий осенний денек подходит к концу. Солнце на макушках деревьев. Полный штиль, мошкара зверствует. И пора выдвигаться уже ближе к дому. На сегодня хватит. Прогулялись не зря. Проведали отцовский путик. Ну и вот 5-литровая ведерочка черники собрали. И где-то литров 6 брусники с черникой. Литра 6,5 примерно. По пути на Бару там еще, может быть, остановлюсь. Немножко на жарех, хоть выберу белых грибов. Вот один красноголовик нашел уже, более-менее чистый. Жара заканчивается. День 15 сентября. Не то что по легендам, а мой отец говорил, что в прошлом веке, где-то, ну, в 1970-х годах, может быть, 80-х, нет, 60-х, 70-х где-то годах, 15 сентября выпал снег и больше не растаял. Так что вот это был север. А сейчас что? 15 сентября у нас жара 20 градусов. Все меняется. Меняется на глазах. Что бы то ни было, я доволен. День прошел насыщенно, разнообразно. Нагулялся по лесу. Говорю, вот это везде эхо. О! Полная тишина, полный штиль. Жалко, конечно, что не увидел птиц. Здесь никого не подняло. Ни глухаря, даже рябчика не видел. Хотя порхалища есть. Так что будет время еще обязательно придем сюда. Через недельку похолодает. И может быть, который год уже собираюсь, все-таки я поставлю на отцовском путике хоть несколько петель. Охота на петли запрещена, но испокон веков по традициям наших отцов и дедов на путиках ставили петли. Так что поставим и мы их. Если успеем. Все собираюсь, только почему-то все никак не получается. Ладно, будет день, будет пища. Домой хочешь? Мошкара тоже тебя загрызла, да? Маленькую мою. Сейчас пойдем домой скоро. По дороге я еще нашел, в общем, 1, 2, 3, 4, 5 белых вот таких вот красавцев грибочков. Это возле тропы. Ну,
Буквально 15-20 минут времени еще у меня есть пройтись. И, пожалуй, я здесь прошвырнусь недалеко от тропы. Налево, направо. Еще десяток таких грибов, и будет отличная жареха. Полчаса крутился, вертелся, ничегошеньки не нашел. Вот такого старичка только двойню нашел. Ну, им, наверное, конец фильма пришел. О. Я так думаю. Вот. Ну, в принципе. Ну да, все. Этим хана. Зато вон, смотрите, что я нашел. Вон, черная брусника. Вон, она даже не красная. А вот это уже называется спелая брусника. Вот, в принципе, вот такая она и должна быть. Вот. Вот это, друзья. Вот это называется брусника. Я что, черника сказал? Вот это называется зрелая брусника. Черного цвета на бору. Вот она, поверьте мне, вот она сладкая, вкусная, ароматная. Ее сейчас собрать или в ведра, или просто в ящики. Мусорные пакеты целлофановые. В ящик пихаешь и вот такой засыпаешь. Не надо ни сахара, ничего. Она не будет ни плесневеть. Ничего, она вот зрелая. Зимой она замерзнет на балконе, допустим. Пошел, мисочку наскреб. Занес, она оттаяла. И вот она будет такая же вкусная и сладкая. Вот такую вот бруснику надо собирать. Так что на сегодня все. На жареху мы грибов все-таки нашли. Не больше. В общем, выдвигаемся в сторону дома. День прошел на ура. Недельку даст еще таких денечков. И хватит ягод на зиму. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.